Приведу занятную статистику. Как выяснилось, все больше казахстанцев стали хранить сбережения в наличных. По итогам августа доля жителей, которые держат деньги на депозитах, снизилась до 63,5% за месяц. Этот показатель снизился почти на 2%. Зато наличку предпочитают все больше– 37,2% против 38% в июле, то есть почти на 7% больше. Такие данные показал ежемесячный опрос Fusion Lab для Нацбанка. Ну, еще несколько подобных инициатив от Минфина, и все дружно перейдут на наличку. И не потому, что от налогов хотят уклониться, а потому что не каждый мечтает, чтобы его финансы были под тотальным контролем. И доказывая потом, что это тебе коллеги на день рождения скинулись, а не взятку кто-то торжественно вручил. Как же все это будет работать на практике и кому уже нужно начать переживать и, как говорится, сушить сухари, мы решили спросить у независимого банковского эксперта Нуржана Биякаева. Нуржан, здравствуйте. Здравствуйте. Министерство финансов предлагает обязать банки делиться с Комитетом государственных доходов полной информацией о счетах граждан и компаний. Если раньше речь шла только о 100 переводах ежемесячно и сумме 1 миллион тенге, то теперь требуют все данные. Как вот вы относитесь к этой инициативе? Ну, на самом деле, больше вопросов и, наверное, мало ответов на этот проект. Здесь приходит на ум следующее. Как вы знаете, несколько лет назад Минфин и КГД объявляла о планируемом всеобщем декларировании населения. И вы знаете, что 4-й этап пока временно отложили, заморозили, да? И вот в связи с этими нововведениями, получается, КГД вводит все новые и новые, да, поправки в законодательство, ну, связанные, опять же, с вступлением в силу нового налогового кодекса. И там действительно в статье 24 предусмотрены определенные операционные моменты, что банки обязаны по запросу КГД предоставлять те или иные сведения. Сейчас в этом проекте, получается, преподносят так, что в первую очередь те категории граждан, которые подпадали под 3 этапа всеобщего декларирования, и если у них за отчетный период были сделки по приобретению либо отчуждению, особенно по приобретению имущества, да, стоимостью свыше 20 тысяч МРП, то они уже, и если они являются поставщиками сдачи налоговых отчетностей в форме 250 и 270, они обязаны будут, после предоставления отчетности, банки по ним обязаны будут предоставлять эти сведения.